Вот здесь произошла авария, да? Да, разошлись экраны, значит. Ну, вот сейчас здесь снята обмуровка, значит, потом люди сейчас подготавливают, значит, для стяжки этих. Ну, где обнаружат свищи, значит, будут устранять свищи. Насколько это серьезно? Это незначительные повреждения. И как часто они бывают? Ну, я говорю, если взять по Минэнерго, то довольно чисты такие случаи. А вообще хлопок незначительный очень. А если бы вот такая вещь случилась зимой? Но если бы зимой, значит, сейчас делаем мы до 20 числа, сделали бы, значит, может быть, даже раньше на неделю. То есть 20 числа это все будет устранено уже, авария, да? Должно быть устранено. Ну ладно, удачи вам в работе. Спасибо. Добрый вечер, программа ДВН. Со школьной скамьи нас приучали к мысли, что коммунизм – это советская власть плюс электрификация. Вот с советской властью в последнее время у нас вопрос более-менее выясняется. А как живет энергетика? Информация из первых рук. Итак, что на сегодняшний день заботит станцию? Какие проблемы, какие сложности? Ну, мы, энергетики, как правило, вот в этот период, в летний период, всегда озабочены проведением ремонта, подготовки оборудования для работы в зимнее время, в период больших нагрузок электрических, тепловых. И вот в последнее время, значит, ремонты проводить стало значительно труднее. Это связано с недостатками материально-технического снабжения, практически централизованные поставки материалов, запасных частей нарушаются как по срокам, так и по номенклатуре. Значит, заводы и поставщики требуют, значит, взамен запасных деталей, значит, разного рода, значит, материалы. От нас требуют лес, считая, что мы живем в лесном краю. Деньги уже никого не интересуют. Вот мы только что закончили капитальный ремонт первого энергоблока. Значит, 65 суток находился блок в ремонте. Выполнили большой объем реконструктивных работ. Но, значит, ремонт проходил очень тяжело. Значит, недостатки были у нас металлопроката. С электродами, особенно специальными электродами, значит, проблемы были. Значит, мы выкручивались как могли, приходилось менять марки электродов. Все это, конечно, сказывается на качестве ремонтных работ. Вы знаете, ни для кого не секрет, что для нашего города станция – это и свет, и тепло. И вот как к станции подготовиться к зиме, так мы, наверное, и проведем эту зиму. Есть уверенность, что этой зимой у нас не будет серьезных таких сбоев в этом плане? Да, такая уверенность есть. Хотя я и говорю о трудностях, связанных, значит, с подготовкой к зиме. Но, тем не менее, тот объем, который мы планируем, значит, сделать за летний период, он, безусловно, будет сделан. Наши люди сейчас находятся практически значит, в 10 местах страны. На заводах, значит, решают вопросы, значит, поставки необходимых материалов и запасных частей. Вот мы закончили, я повторяю, ремонт первого энергоблока. Сейчас, значит, на очереди у нас ремонт и подготовка к летнему, к зимнему сезону, значит, теплофикационных установок, сетевых подогревателей, сетевых насосов. Там тоже большой объем работ. Значит, вот на столе лежит график, сетевой график, значит, выполнения этих работ. Значит, мы сейчас занимаемся. Я думаю, что, значит, зиму мы проживем нормально. Ну, вот вы говорите, у вас проблемы. А не пробовали энергетики, допустим, как вот соседи, угольщики, путем забастовки решить свою проблему? Было, значит, 2 года назад у нас был создан забастовочный комитет. Значит, мы тут собирали конференцию трудового коллектива, на которой выработали ну, наши предложения, или можно их назвать требованиями, значит, руководства отрасли. Эти требования, значит, были переданы руководству отрасли. Состоялось совещание в Конаково, значит, где министр, значит, принял к сведению. Это не только наши требования энергетиков Южной Якутии, это требования, значит, практически они совпали с требованиями, значит, энергетиков других регионов страны. А в декабре прошлого года, значит, был организован и прошел в Москве первый съезд энергетиков.
на котором, значит, министр отчитывался уже о выполнении требований энергетиков. Практически, должен сказать, в отрасли с пониманием отнеслись, значит, к требованиям работников. И, ну, большая часть наших, значит, предложений и требований выполнена. Скажите, пожалуйста, вот такой вопрос, может быть, он вопрос дилетантский. Если остановится наша станция Герингринская, что ожидает город? Город ожидает большие ограничения, значит, как в электро, так и в теплоснабжении. Но будем так говорить, если электроснабжение еще, значит, можно обеспечить путем перетока из объединенной системы Сибири и Дальнего Востока, то теплоснабжение, значит, практически, значит, город собственными силами не сможет обеспечить. И если станция встанет, то город замерзнет. Это однозначно. На сегодняшний день сколько людей работает на станции? Вот мы сейчас прошли по цехам, что такое мало людей, одни механизмы, машины какие-то. Значит, ну, у нас численность персонала 2120 человек на сегодняшний день по штатному расписанию. Сюда входит, значит, и промышленный персонал, обслуживающий непосредственно энергоблоки, значит, станцию. Сюда входит и жилищно-коммунальное хозяйство, значит, у нас садиков 6. Социальная защищенность энергетиков на каком уровне сейчас находится? Но я думаю, что, значит, не из последних в отрасли. У нас вопросы, значит, вот, связанные, значит, с компенсацией в связи с удорожанием повсеместным, значит, решены, я думаю, правильно они решены. Мы сегодня, значит, производим доплату за обеды, значит, по 3 рубля, значит, на каждого человека. Вот. Вот сегодня только приняли решение, значит, об увеличении компенсаций за, есть у нас такая возможность, за, значит, апрель, май, июнь по 200 рублей, значит, на каждого человека, в том числе и, значит, на тех, которые находятся в отпусках, в декретах и так далее. Практически, значит, эти вопросы мы решаем. Кадровая политика у вас как строится? Люди покидают предприятие или наоборот тут держится стабильный коллектив? Или вас коснулось то же, что и касается, в принципе, всего нашего города, массовый отток людей? Да, значит, такая проблема у нас в этом году встала. Значит, за последние месяцы, вот за эти 5 месяцев этого года у нас уволилось 90 человек. Среди них, значит, есть и высококвалифицированные люди. Но увольняются в связи с тем, что вот так в приличных опросах, значит, говорят так, что здесь уже, в общем-то, значит, нечего ждать. Если как-то удерживал раньше, значит, целевые вклады, зарплата все же она была, значит, по сравнению со средней полосой России, скажем, значит, на порядок выше, то сейчас практически уравнялась заработная плата. Энергетики, значит, в центре России практически получают столько же, сколько, значит, и энергетики, работающие в Якутии. Поэтому, действительно, материальных стимулов становится, значит, на севере все меньше и меньше. Поэтому люди, значит, но, слава богу, по сравнению с другими предприятиями региона Сибири и Дальнего Востока у нас укомплектованность практически 100%. Вот. Что там дальше будет, значит, я не знаю. А вот готовимые кадры мы, значит, у себя в основном обучение. Ну, на рабочих должностях, особенно, значит, на должностях машинистов энергоблоков у нас, как правило, значит, люди со специальным высшим или средним образованием, значит, получаем, значит, из институтов. Более того, значит, договора заключаем с нашими работниками, направляем детей на обучение, платим, естественно, значит, институт. И последний вопрос, заканчивая нашу беседу. В связи с аварией последней в городе ходит много слухов. Та информация, которая прошла по газете, она явно не устраивает жителей города. Понятно, что там все как-то так завуалировано. Вот вы, как человек, который непосредственно может внести ясность в этот вопрос, что вы могли сказать по этой аварии? Значит, ну, по нашей классификации, значит, это не авария, это отказ первой степени, выход из строя оборудования, значит, продолжительностью до 25 суток. Значит, что произошло? Третий энергоблок работал, значит, в базовой нагрузке. Нагрузка была 180 мегаватт.
Значит, в момент отключения защиты по погасанию факела она отключается, значит, ну, в смену раз, два, три, значит, в зависимости от необходимости выполнения профилактических работ на этой защите. Конкретно чистка тубусов, фотодатчиков. Они, значит, заносятся золой, значит, и появляется необходимость, значит, производить чистку. Так вот, в момент отключения защиты произошло, ну, так скажем, чудовищное совпадение. Оборвало факел, защита не отработала, значит, а машинист, оператор, ну, по расчетам, значит, на создание взрывоопасной концентрации при работе с 4 полисистемах в топке составляет время 2-3 секунды. Естественно, машинист, значит, просто не успел, значит, физически не смог отключить блок. И произошел хлопок в топке котла. В результате этого хлопка, значит, повреждены элементы. Значит, элементы, значит, конструктива котла, значит, пояса жесткости, значит, на 8 поясах жесткости лопнули замки. Произошел вырыв, значит, компенсатора на газоходе от трубчатого воздухоподогревателя. И, значит, образовалось несколько, значит, свищей, ну, значит, трещины в трубах экранных поверхностей. Сейчас, значит, мы, значит, устраняем последствия вот этого хлопка.